Здравствуйте, с вами Билли Бет, и это разбор полетов. Спонсор нашего выпуска — Дворник Леша. Дворник Леша, курите дома. Пожалуй, начнем. В Якутске начали чипировать бродячих собак. Чипы предоставил Институт биологических проблем СОРАН. Каждый месяц пункт передержки будет поставлять 500 устройств. По информации Департамента ветеринарии Якутии, всего в Якутске около 7 тысяч безнадзорных собак и кошек. Делим 7 тысяч на 500 и получаем 14. То есть неучтенных собак в Якутске не останется через год и 2 месяца. Для этих целей в столице работает 2 ловца. Чтобы словить 500 собак в месяц, они должны ловить по 16 собак в день без перерывов и выходных. Черт, нас окружили! А те собаки, которые остались на воле, воздержатся от размножения. В самом пункте, который рассчитан на 100 животных, им отрежут разные штуки, дадут прививки и будут держать месяц, после чего отпустят на волю жить и не размножаться. Мы попросили прокомментировать ситуацию нашего эксперта. Тиранские системы нелепы. Проблемы со взаимодействием. Много факторов мешают запросу. Биология, язык. Продолжим. В России хотят запретить шуметь с часу до 3 часов и с 7 вечера до 9 утра, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тысяч рублей. Соответствующую поправку в административный кодекс направит Совет Федерации в Минюст. Привет, сосед! Было бы круто, если нарушителей чипировали, отрезали лишнее и держались месяц в будке. Впрочем, о законе о тишине вскоре выйдет более детальный разбор на ЕСИА. Доброе утро, соседи! Иди ты в... Да, и вы тоже идите в... У нас по традиции светская хроника. Банный грабитель. В Амгинском районе у 68-летней жительницы похитили сумку. Злоумышленник подбежал к женщине со спины и выхватил имущество. Он надеялся на большой куш, но обнаружил полотенце, мочалку, мыло и другие банные принадлежности. Да, я знаю много мудаков. Но тупых не видал еще ни разу. Похищенное изъято и будет возвращено владелице. Банный преступник может получить до 4 лет по статье грабеж, а может и не получить. Говорят, есть предложение, чтобы его тоже отрезать лишнее и чипировать. Тем временем в колонии поселения номер 2 провели конкурс «А ну-ка, девушки» среди осужденных женщин. Это единственное в Якутии учреждение, где мог пройти подобный конкурс. Представительницы разного возраста прошли 5 испытаний. Визитная карточка, творчество и даже дефиле, во время которого конкурсантки представили собственноручно шитые наряды из подручных материалов. Окончательно финалистки определились после кулинарного конкурса. Победительница поедет на всероссийский этап конкурса, возможно, этапом. Как отметили в УФСИН, такие значимые конкурсы проводятся в целях повышения духовного и культурного уровня осужденных, развития их творческих способностей, а также профилактики правонарушений. Мне тут говорят, что человек из мяса Николай Борисов выпустил свой блог про закон о тишине. Тыкайте по ссылке, а с вами был Билли Бет. Доверяйте только проверенным новостям из достоверных источников. Клянусь тебе, мы будем ждать.